Привет, я Максим Кардозу, а это Кардозу Ньюс. Небольшой ребрендинг. Здесь я обсуждаю те новости, которые запомнились мне больше всего. Все очень лично и субъективно. В этом выпуске много музыки, необычные поздравления с эсэхом, а в конце мимимишное видео аж плакать хочется. В общем, бардыбытышки. В первую очередь хочу поздравить всех с эсэхом. Это самый большой, самый светлый праздник народа Саха. Всем здоровья, благословения, в общем, всего самого лучшего. Но здесь останавливаться я много не буду, потому что наверняка за эти дни огромное количество информации на вас сыпалось по поводу эсэха, по поводу празднования со всех источников информации. Ну а я хочу заострить внимание на одной акции. Ее запустили масс-рестлеры, которые живут в других странах. Это такой своеобразный флешмоб, и вот эти вот спортсмены поздравляли якутян с эсэхом. Иногда звучало это довольно забавно. В этой акции поучаствовало около 60 человек, а я хочу сказать, что вообще масс-рестлингом на профессиональном уровне, если вы не знали, занимаются почти в 50 странах. Там есть свои федерации масс-рестлинга, и это очень круто вообще. В год проводится около 200 соревнований на самом высоком уровне, и при проведении любых соревнований соблюдаются якутские обряды. Это не может не радовать, это такой вот посыл якутской культуры в мировое общество. В общем, это очень круто. Сейчас ведется работа над большим документальным проектом, который будет посвящен вот этой вот семье международной масс-рестлеров. Кино снимается в разных странах, на разных континентах. В общем, огромное количество героев там будет. Я уверен, что получится интересно, и с нетерпением жду, чтобы посмотреть все и оценить. Вообще очень интересно наблюдать, как распространяется масс-рестлинг по миру, как он трансформируется, может, в каждой стране, потому что перетягивают палку и в Индии, и в Пакистане, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и как относятся к этому якутскому, вроде бы, виду спорта на разных континентах, в разных странах, очень интересно. Что о нем думают люди, все это можно будет узнать из этого фильма. Пару дней назад Леван Горозия L1 выпустил свой новый трек. Я считаю, что Леван — это единственный якутянин, который стал действительно суперзвездой на российском уровне, и за его творчеством следят миллионы людей. Все мы помним этот скандал, который был в начале года, когда закончился контракт у Левана с Black Star, и в итоге этого конфликта он оказался без своего имени и без своего репертуара, который он делал под лейблом Black Star. Сегодня он начинает все с нуля практически. И вот недавно тоже вышла передача с участием Тимати, называется «Что было дальше?». И там он рассуждает немножечко о Леване и говорит, что он мог бы вообще, Леван, уйти из Black Star без скандала, получив свое имя и песни обратно. В общем-то, такая некрасивая получилась вроде бы история. В общем, там он говорит, что все могло быть по-другому. Да, давайте послушаем некоторые фрагменты. Я к нему до сих пор неплохо отношусь, просто считаю, что он не очень корректно поступил, и все. Если бы он нормально все сделал, то абсолютно бы без проблем он получил бы и свой каталог, и свое имя. Я вообще посмотрел эту передачу за вас, я вам сразу говорю, практически 2 часа. И я оставлю ссылку в описании. Посмотрите, если хотите. Самое интересное по поводу Левана там начинается с 1:45. Вот тогда они уже начинают обсуждать нашего героя, в общем-то. Ну и Тимати там говорит, что Леван, уйдя с Black Star, практически ничего не добился, он потерялся, затерялся. И давайте посмотрим, что же Леван делал в течение 2020 года. Март был, наверное, самым таким плодотворным месяцем, это и понятно. Дальше уже пошла самоизоляция, в общем-то, все приостановилось. Так вот, в марте, в начале месяца он выпустил трек «Ау». Слышу сигнал, не могу найти. Свет слепит огни. Мой передатчик громкость. В апреле вышел мини-альбом «Шторм». Ну а вот сейчас как раз появился трек новый «Мегаполис», который можно уже послушать. У него в инстаграме все это есть, ссылочку я тоже оставлю в описании. Также в соцсетях есть информация, что сейчас Леван готовится к концерту, который пройдет вот совсем скоро вместе с командой «Марсель». Хочется пожелать Левану творчества. Я уверен, что он не стоит на месте, он записывает новые треки, готовит что-то. В общем, когда самоизоляция закончится, когда будет проводить настоящие концерты, гастроли, я думаю, он еще больше активизируется. И сейчас у него вот такое вот было время подготовить, так сказать, плацдарм для следующего рывка. И уже со своим именем он тоже стрельнет.
Также недавно появился и новый клип Надежды Ангарской. Вы все ее прекрасно знаете по Comedy Woman. До этого она играла в команде Déjà Vu из Нерюнгри, наша знаменитая землячка. Сейчас Comedy Woman они ушли в отпуск, на перерыв. Я не знаю по поводу, будут ли у них новые выпуски в ближайшее время, но каждая из девушек пошла по своему пути. И вот Надежда, видимо, плотно занялась музыкой. Она и до этого пела, у нее были свои концерты, даже своя концертная программа. Там она не только исполняла песни, у нее прекрасный голос, мы это все знаем, но и включала в него какие-то юмористические скетчи. На это все можно было посмотреть. Также у Надежды Ангарской, кроме музыки, есть еще и своя линия одежды для девушек размера плюс. И вот если говорить о новом витке в развитии ее музыкальной карьеры, то вот появилась песня «Последний герой». Надежда участвовала в 8-м сезоне этого реалити-шоу и выиграла, причем выиграла квартиру. Впервые за все сезоны этого шоу был такой вот реальный приз, а не деньги. Это говорит о том, что Надежда не только такая сильная женщина, да, русская, которая прошла все испытания, но и прекрасный человек с прекрасными душевными качествами, потому что здесь победителя выбирают все, и какой-то нехороший человек победить просто не может. Можно порадоваться за Надежду, поздравить ее и с победой, и с квартирой, и с новым клипом, и, надеюсь, будет новая музыкальная программа, будет много новых песен, которые действительно дойдут до радио, станут хитами, потому что раскрутить композицию очень сложно. И вообще есть такая идея сделать с Надеждой интервью, вот полноценное, и показать его вам. Если вам такая идея нравится, пишите в комментариях, какие вопросы вы хотели бы задать. Еще больше музыки, еще больше. Так вот, я думаю, что вы уже слышали, что Зарина Копырина и ее коллектив Olex прошли дальше в американском конкурсе America Got Talent. И это действительно настоящий прорыв. 4 судьи сказали свое «да», пропустили коллектив дальше. Я хочу сказать, что не всегда бывает 4 «да». Судьи очень придирчиво относятся к участникам, и это настоящий успех. But you see, he's not me, he's not my family, and И Зарина уже успела пообщаться с коллегами, с якутскими моими, и дала несколько интервью. Например, эксклюзив видео есть у Якутия-24, моя коллега Айсена Бурнашова пообщалась с Зариной. Каверами мы с Андреасом не занимались, как-то даже принципиально, потому что до этого я вообще не пела на английском языке. Также вышло интервью на ikt.ru. Все ссылочки я оставлю в описании, можете сами ознакомиться. Там Зарина рассказывает о конкурсе, о том, как они жили в Америке и так далее и тому подобное. В общем, я о чем хочу сказать-то вам, друзья. Я хочу сказать, что это настоящий прорыв вообще для группы, потому что все это дело выходит на федеральном телеканале практически. Это NBC с огромнейшей аудиторией. В Америке живет 300 миллионов человек. И вот на всю эту огромную аудиторию Зарина выступила, и выступила первоклассно. Просто замечательно. И, конечно же, после этого, если даже у них будут какие-то выступления не очень удачные, менее удачные, скажем так, и если даже они на каком-то этапе не будут идти дальше, то все равно они найдут свою аудиторию в США и о якутской культуре узнают еще больше. Некоторые в комментариях начинают хейтить Зарину, мол, она сбежала там за океан и так далее, там подобное, сякая такая. Я вообще считаю, что правильно сделала, что она уехала в Америку и пытается начинать свой путь именно там, потому что в Америке большие деньги, большой шоу-бизнес, там есть возможность раскрутиться, и если ты там раскрутишься, то это будет просто бомбически. Там же сосредоточены и лучшие музыканты, аранжировщики, весь шоу-бизнес, какой только есть. И когда ты варишься вот именно в таком котле, ты развиваешься. В этом контексте, конечно, сразу же вспоминается Алена Подлужная. Потрясающая Алена. Она тоже несет, так сказать, в массы якутскую культуру. Она успешно выступала в европейских подобных конкурсах, причем доходила до финала. И вот Алена мне рассказывала, что это действительно очень тяжело и морально, и физически пройти до конца путь такого большого шоу. Ну и пожелаем Зарине и коллективу Olex удачи и вперед. Давайте теперь обсудим вот это видео. Парень на крыше машины едет, в общем, радуется жизни.
Как он не упал, не понимаю. Как он туда залез, зачем? Они, главное, еще едут. Не страшно им было? Ну, видимо, нет. В общем, взялись правоохранительные органы за этих парней, из-за водителя, из-за чувака, который был на крыше. Что-то им там предъявляют. Все это происходит на дамбе. И вообще мне хочется сказать, что дамба в Якутске — это, конечно, такое место притяжения. Во время ледохода туда было не остановить человеческий поток. Сейчас туда стремится молодежь, там развлекается, устраивают вечеринки. Также люди приходят на дамбу купаться, хотя купание еще не разрешено официально. Ничего удивительного нет, что идут купаться, потому что жара страшнейшая. Тут я прочитал, что 30-35 градусов прогнозируют на севере, в Арктике. Наверное, таких температур там давно не видели, и это не смешно, потому что некоторые поговаривают о том, что для оленей такая температура, она опасна. Можно подумать, что это подтверждение тому, что грядет глобальное потепление. Хотя я вот недавно прочитал новость о том, что ученые говорят, что глобальное потепление — это такая штука неподтвержденная. Они ссылаются на то, что льды в Арктике, они все равно образуются год от года. И вот американское правительство заявило о том, что они начинают расширять свой ледокольный флот. У них до этого было всего лишь 2 ледокола, на минуточку. И они говорили, что вот грядет глобальное потепление, вся Арктика, она растает, и не нужны будут корабли, которые должны передвигаться в условиях льдов. Но вот сейчас эта позиция, которой уже несколько десятков лет, она трансформируется, и все-таки они решили создавать свой ледокольный флот. Это говорит о том, что все-таки они поняли и приняли ту новость, что лед в Арктике все равно зимой стоит. Ну и под эту новость ученые сказали: никакого глобального потепления. Хотя тоже черт знает, что там происходит. Одни говорят одно, другие другое. Кому верить, непонятно. На неделе в соцсетях появилось вот это видео лосенка на дороге. Его мама родила, видимо, прямо на трассе, буквально только что. И вот люди, которые едут и снимают все это, наблюдают за первыми его шагами. Это все выглядит, конечно, очень мило. Лосиха испугалась машины, она сначала убегает в лес, потом возвращается к лосенку, и за всем этим вот следят мужчины. Они это все бурно комментируют, конечно же. Ссылочку на видео, которое предоставила Саха Пресс, я оставлю в описании, захотите, смотрите, потому что некоторые комментарии там такие, так себе, конечно, сомнительные. Но в итоге все заканчивается хорошо, лосенок убегает, встает на ноги, и они воссоединяются с мамой и убегают в лес. Что может быть милее, друзья? На этом все. Это Cardozo News. Как вам новое название? Пишите в комментарии. Ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик. Также переходим в соцсети мои. Они тоже будут по ссылочкам. Смотрим, комментируем. До встречи.